Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Учурда». Ее ведущий Эрмек Куренкиев. Сегодня мы поговорим о предстоящих выборах. В студии у нас член Центральной избирательной комиссии Кайрат Мамадов. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что предстоящие выборы в парламент будут уже проходить по новой системе, да? Вот расскажите коротко, как будет проходить. Начнем с этого, да. Последние изменения от Центральной избирательной комиссии, с участием Центральной избирательной комиссии была создана специальная группа, которая разработала два проекта. Значит, это первый проект был по предложению депутатов Джордж Кенеша. Это с уменьшением количества наших депутатов. Алтынбека Сулайманова, да? Да, Алтынбека Сулайманова. Проект по преференциальной системе с количеством также 90. Можете объяснить? Это с уменьшением, да. Если у нас сейчас по действующему законодательству, значит, по конституционному закону о выборах депутатов Джордж Кенеша и президента Кыргызской республики, у нас состав Джордж Кенеша составляет 120 депутатов. Первое изменение, это было предложение, это именно по количеству, что уменьшение количество депутатов до 90 и выборы по преференциальной системе. То есть, что это такое? Раньше, если наш избиратель выбирал только политическую партию, то право дается выбирать также и своего кандидата. То есть, партии. Да, это точное голосование получается по всему округу, по всей стране, как за партию, так и за кандидата. Второй проект — это смешанная система. Она предусматривает в последней версии, то, что принял уже Джордж Кенеш. Значит, это смешанная система, у нас 36 округов, это одномандатные округа, и 54 остаются по партийным спискам, но по преференциальной системе. Проект, предложенный рабочей группой и президентом Кыргызской республики, он предусматривал смешанную систему 35 на 55 мандатов, 35 это по одномандатным округам и 55 по старым спискам. То же самое голосование, то, что было, что и на прошедших выборах за 120 депутатов, только здесь голосовали бы за 55 депутатов. Значит, после изменений и предложений некоторых депутатов или группы депутатов, закон претерпел изменения, и в последней версии, то, что было принято и сейчас находится уже в администрации президента на подписи, это 36, как я уже выше сказал, по одномандатным округам и 54 по преференциальной системе. Это то, что было предложение депутата Джордж Кенеша. Значит, будет голосование по партии и выбор за конкретного депутата. Как будет проходить по одномандатному? Значит, у нас по республике сейчас 3 миллиона 600 тысяч избирателей. За основу взяли деление, значит, в самом законопроекте деление идет у нас по количеству жителей, наших избирателей. Да. По где-то 100 тысяч. У нас получится на 36 округов, мы поделили 3 миллиона 600, 100 тысяч и несколько сотен получается. Но взяли плюс-минус 20 тысяч. Это для чего делается? Что люфт для того, чтобы, например, где-то у нас некоторые, скажем, районы по географическому расположению, по, значит, количеству наших избирателей, чтобы количество не превышало, скажем, 120 тысяч. То есть допускается, но это не используется повсеместно. У нас, по-моему, это только где-то около 10 у нас получилось таких округов, где меньше 100 или больше 100. Это чисто по географии, чтобы было и само значит, расположение округа для кандидатов, также для избирательных комиссий. Поэтому сейчас последняя версия, то, что была создана при ЦИК межведомственная комиссия с участием, значит, наших представителей местных органов власти, акимы участвовали, губернаторы участвовали наши. И в последней версии уже последние штрихи уже есть.
То есть уже после подписания Центральная избирательная комиссия утвердит уже 36 округов. То есть это открытый, согласованный проект был, чтобы вот именно с предложением и с участием госорганов, депутатов Джорджа, конечно. Вот вы упомянули вот географию и количество избирателей. Допустим, вот, например, Чуйская область, вот Волжская область, там количество много. Вот, и вот, например, в Нарынской области там меньше. Да, конечно, у нас, если брать отдельно по областям, то по количеству наших избирателей получилось так, что вот в Нарыне около 200 тысяч избирателей, в Нарыне 2 округа. В Иркутской области у нас получилось 3 округа. Бишкек 426 тысяч избирателей, здесь у нас 4 округа. И в Чуйской области 605 тысяч избирателей, 6 округов. Здесь вот, да, вот, учитывая областное значение Таласа, то есть там больше 160, чуть больше 160, где-то 165 тысяч избирателей, по-моему, сейчас точно не помню. Но там получилось у нас 2 округа. То есть свыше 80 тысяч мы поделили на 2 округа. И, соответственно, в Джалабаде 7, Орская область 7 тоже получилось у нас, там 750 тысяч избирателей. Ну, с города Мош там 9 мандатов. И в Баткенской области 3 мандата. А вот это уже предварительно. Вот второй вариант, вот, который по 55 депутатов мы будем избирать по профессиональной, да? Вот, да, 54. 54 депутата, да. То есть мы будем избирать, как вы сказали, не партию, а именно конкретных членов партии, да? Вот, да, конкретных кандидатов. Здесь вот, когда принимался законопроект, конечно, было очень много споров. Риски со стороны Центральной избирательной комиссии были озвучены нашим председателем, это Нуржан Гармабековна и Джордж, конечно. И мы тоже, члены Центральной избирательной комиссии, сами разговаривали и с депутатами, через средства массовой информации тоже мы говорили про риски. Потому что если бы была бы принята система, скажем, вот по одномандатным и по старой системе, то есть наша система, именно программно-техническое обеспечение Центральной избирательной комиссии, она полностью соответствовала. Почему? Потому что мы уже проводили военные кеңеши, мы уже с 2015 года, наша программа позволяет уже проводить по одномандатным округам. Вот, эта система есть у нас. И старая система, то, что вот мы использовали на выборах в Джорджу кеңеш и в наших городах. Это пропорциональная система. Сейчас у нас займет немного времени, конечно. Это технически возможно, то есть мы уже к этому готовимся. То есть именно перенастроить программно-техническое обеспечение полностью под именно преференциальное голосование. То есть, например, заходит наш избиратель на участок, фактически это двойные выборы. У нас будет находиться 2 АСУ, то есть он сначала будет брать 1 бюллетень, потом 2 бюллетень, 2 разных списка будет, потому что по одномандатному округу могут голосовать вот именно жители местного, именно сообщества данного округа. По преференциально там идет голосование по единому округу. То есть здесь преимущество у них все равно есть. Здесь, значит, бюллетень, значит, выбирается свой кандидат, потом 2-й бюллетень по партийной системе идет наименование партии, и внизу количество, вот, сейчас предварительно 54. Вот это будет, у нас цифра будет. То есть избиратель должен здесь уже запомнить четко цифру своего кандидата, за кого он хочет отдать свой голос. То есть уже вот получается, в агитационной кампании избирает 2, да? Да, здесь фактически так получится. Но он может избрать по одномандатному округу, например, здесь может не голосовать, скажем. Можно, да? Да, или там голосовать, там. У нас же на прошедших выборах тоже такое было, что вот особенно в городе Бишкек был большой протестный, скажем, электорат был. Мы уже видели по итогам голосования, что против референдума голосовали вот, по именно принятию новой конституции. То есть определенное количество наших избирателей пришли на участок, кто-то брал бюллетень, кто-то не брал. То есть мы не заставляем голосовать. Это не обязанность, это право нашего избирателя, поэтому он может проголосовать здесь за одномандатника и по преференциальной системе выбрать партию. Здесь он может выбрать партию, но может не выбирать даже кандидата. Партию нужно выбрать для чего? Чтобы партия проходила 5% порог для политической партии. То есть здесь у нас на прошлых октябрьских выборах по системе у нас был 7% порог был. Потом вот после тех событий Джордж Киниш принял поправку, до 3% снизили. Но вот сейчас в нашей версии, вот, в нашем законопроекте Джордж Киниш принял 5% опять порог.
как бы золотую середину. Вот вы упомянули вот прошлогодние выборы, да? На этих выборах не будут ли такие как бы волнения вот, в вопросах по спискам избирателей, по, вот, допустим, форме 2? Ну, форму номер 2, вот да. в прошлом году как отменили, это да? форма номер 2, да, это вот смена избирательного адреса. Это очень хорошая система была разработана, она практикуется и в других странах, это мировой практики. Просто за вот эти вот с 2015 года, когда Центр избирком наше государство пошло на кардинальные меры по, значит, подходу, значит, к системе выборов, то что участковая избирательная комиссия, мы биометрику используем, плюс ОСУ, идеальная система для того, что у нас один избиратель, один голос. То есть фальсификация практически невозможна. То есть мы видим предварительные результаты за полчаса. Это не только в странах ближнего зарубежья, но и в мировой практике. У нас одна из лучших систем сейчас. Потому что за полчаса видеть предварительные результаты, видеть потом уже после ручного подсчета у нас выходит 99,9%, выходит один в один выходит. Ну, несмотря на это, да. Но несмотря на это, вот форму 2, во-первых, с 2015 года партии и кандидаты ушли в народ, начали работать уже с электоратом, то есть на участке ничего невозможно сделать, все происходит на улице. Это тот же административный ресурс, тот же подкуп, это два сопряженных грубейших нарушения избирательного законодательства, за что вот мы на прошлых выборах тоже применяли санкции, как отдельным партиям, так и А как будет теперь избиратель свой гражданский долг исполнять? Допустим, если он работает в Бишкеке, а фактически зарегистрирован в регионах? Мы этот момент думали в разной форме, но все равно это приводит к той же форме номер 2. Вот. Но мы просим поэтому уже вторую неделю у нас идет уже акция, чтобы кто-то сменил, скажем, уже на постоянное место жительства. Вся же уже у кого биометрические паспорта, это очень легко делается. В ближайший ЦОН подойти и уже перерегистрироваться по чипу, там не обязательно менять паспорт. Поэтому мы вот просили у кого старые паспорта перепроверить свои адреса, потому что вот с прошлого года мы сами выяснили, что, оказывается, наш ГРС позволяет с паспортом менять прописку, но не менять паспорт. То есть, а у нас по закону отметка в паспорте, где идет прописка в отметке паспорта, наш избирательный адрес мы именно сажаем по паспорту. Поэтому эту работу мы сейчас проводим. Ну, еще до дня голосования у нас еще время есть достаточно, мы еще проведем работу. Я думаю, здесь еще что-то. Вот что делается вот ЦИКом вот, в отношении, например, вот таких негативных явлений, как подкуп и так далее? Это, конечно, максимально то, что мы могли, Центр избирком в прошлом году говорили, работали и принимали меры, вот последние меры, вот, которые мы принимали по отдельным политическим партиям, по отдельным кандидатам. Да, вот отмена итогов голосования по политическим партиям. Ну, видите, какие волнения были. После дня голосования тяжело снять партию, убрать, потому что когда партия набирает уже определенный электорат, определенные голоса, они вот говорят, что столько-то тысяч голосов вот, вы нам испортили, или столько прав наших, скажем, избирателей были нарушены. Но эти меры мы должны принимать, и мы уже в судебном порядке уже обкатали уже эту норму. Мы посмотрели, тем более в конституционный закон эта норма вошла, то, что после дня голосования мы можем отменять итоги голосования по политической партии, по отдельным кандидатам. Поэтому здесь работа должна вести совместно с государственными органами. И не только с государственными органами. Полностью должна быть поддержка со стороны МВД, Генеральной прокуратуры, органов нацбезопасности, органов местного самоуправления, госорганов, плюс наших избирателей. Когда наши избиратели сами поймут, что действительно подкуп – это одно из тяжких преступлений, и что вот оно имеет такую аморальную сторону, потому что подсознательно, ну, вроде бы, там кто-то кого-то попросил там проголосовать, скажем, за своего, там, скажем, начальника или подчиненного. Ну, в народе это как будто это такая обыденная просьба. На самом деле это уже административный ресурс, это давление не только в гос- и муниципальных, даже на частных предприятиях, скажем, если своих подчиненных привлекает, мы уже рассматриваем это как административный ресурс. Вот на прошедших выборах в Бишкеке вот у нас уголовное дело было именно возбуждено, это называется квартальный. Вот именно работали по домкомам и квартальным, потому что выяснилось, что некоторые получают субсидии, какие-то коммунальные льготы получают, денежные средства получают, оказывается, с мэрии Бишкека. Мы их фактически приравняли к муниципальным служащим, потому что они зависимые.
Поэтому где-то там у них были свои поблажки. И поэтому максимально вот на прошедших выборах, повторных выборах в городе Бишкек, то есть это при поддержке полной мэрии и правоохранительных органов, именно совместной работы и со средствами массовой информации, именно при поддержке ваших коллег, мы провели большую акцию, и уже с подкупом у нас было легче бороться. Вот в середине июля председатель ЦИК Нурджан Шайдылбекова сказала, что, возможно, предстоящие парламентские выборы пройдут в конце ноября, да, по-моему? Конец ноября, я думаю, начало точная декабря дата уже, еще не определилась, да? Ну, сейчас вот у президента на подписи, там еще время есть какое-то определенное, вот, до начала сентября, по-моему. Но там вот выборы назначаются не позднее 90 календарных дней до дня голосования, поэтому ну, это берется грубо 3 месяца, поэтому конец или ноября, или начало декабря. Вот, начало декабря, да? Это самый возможно, конец? Да, это самый конец, это уже начало декабря. Потому что то есть агитационный период, возможно... весь ноябрь будет, да. Весь ноябрь, да? Можно сказать, вот у нас весь ноябрь. Конечно, уже чуть прохладнее будет, уже ближе к зиме будет. Но вот из-за того, что в парламенте затянулся этот законопроект, что было много споров, конечно, депутаты могли вот эти все вопросы проработать еще в июне месяце. Ну, вот, до конца июля проходила внеочередная сессия. И вот было принято, по-моему, уже к концу июня, по-моему, 30 июля, по-моему, принял Джордж Кинеш уже вот эту последнюю версию. И сейчас посмотрим. Конечно, это сложная система, потому что она займет больше времени для подсчета голосов для участковых избирательных комиссий. Ну и для объяснения для избирателей тоже. Вот. Почему кто-то спрашивает, там, смешанная система. Ладно, смешанная система, у нас все было готово. Кстати, насчет этого вот информационной кампании вот, Центральной избирательной комиссии вот, среди населения проводится? Конечно, конечно. Вот, допустим, многие не знают, что... Вот, законопроект же еще не подписан президентом, поэтому мы вот, можно сказать, вот в режиме вот сейчас пока ожидание, еще летние каникулы, да, мы уже проводим то, что проект принял Джордж Кинеш, уже принял законопроект. И уже Джордж Кинеш вот на днях буквально поступила на подпись к президенту, поэтому мы проводим эту разъяснительную работу. А вот хотелось бы спросить, завтра будут выборы мэра, да, 3 городов? Это в Бишкеке, в Аше и Бишкек, Токмаке. Ош и вот, и как будет вообще готовы? Да, конечно. К сожалению, вот Ош, Токмак, выборы депутатов именно этих 2 городов, они у нас идут в связи и с пандемией сначала, потом в связи с другими событиями. С весны прошлого года, это вот с 2020 года, там полномочия Гор Кинешев, еще тогда они закончились, но в связи с пандемией вот были выборы приостановлены, потом они уже перенесены были. И вот потом повторные выборы, то, что выборы были признаны недействительными в силу объективных причин. Я считаю, эти причины действительно и основания были для отмены выборов, потому что многочисленные нарушения. В каждых городах, конечно, там разные были условия, но в итоге вот и выборы мэров вот пришли вот в этот период, уже к концу лета. У нас в Токмаке 2 кандидата, альтернативные есть, как от позиционной, так и от оппозиционной фракции. Вот. А в Бишкеке и в Аше я точно знаю, что выдвинул сам премьер-министр, значит, воспользовался своей возможностью. Это первый раз у нас было раньше. Фракции или коалиции большинства только выдвигали, или коалиции меньшинства выдвигали. Ну, в принципе, это тоже тенденция того, что мы живем сейчас с новой конституцией, что у нас сейчас идет реструктуризация, скажем, вот, изменение структуры власти, то, что если с 2010 года до 2020 года была децентрализация шла, то есть сейчас идет к централизации. Но также выдвинули, я знаю, вот их 2 кандидатов, там, конечно, они безальтернативные, но в Бишкеке и в Аше вот, это достойные кандидатуры, они вот, их тоже, по-моему, только коалиция большинства поддержала, но фракции точно поддержали. Вот еще какие новшества вот, будут в предстоящих выборах? Ну, новшество вот по системе, то, что вот сама система нам... Вот эта вот система E-кандидат, это что? Как? E-кандидат, который вот здесь информация была. Электронный кандидат? Да, электронный кандидат. Электронный кандидат — это наша система электронная, это в рамках цифровизации полностью нашей системы, потому что Центр избирком
один из госорганов, мы являемся конституционным органом Крымской Республики, который вот именно у нас идет впереди внедрение по цифровизации. Здесь у нас мы с прошлого года начали в тестовом режиме. Сначала были, конечно, недовольства со стороны политических партий и лидеров отдельных, но когда они поняли, что эта система очень хорошая, то, что позволяет в онлайн-режиме журналистам, любому гражданину нашему избирателю на сайте Центральной избирательной комиссии посмотреть, кто выдвинут, какие кандидаты, по фамилии, имени, отчеству посмотреть их, посмотреть программы партий, кандидатов. Вот именно вот эта программа, наш именно сайт ЕТАЛАПКЕР, он позволяет вот полностью посмотреть, поэтому и итоги прошлых выборов на сайте Центра избиркома, вот, у журналистов практически очень мало вопросов по итогам голосования, вот именно по процедуре, там, если вот какие-то моменты вот, именно по цифрам. Вот, а сейчас журналисты вот сами заходят на сайте, там, если что-то, какая-то там информация, может техническая ошибка или что-то, они нас подправляют, нам помогают тоже. Вот. Очень такая совместная работа у нас идет со средствами массовой информации. То вот, все это помогает нам более быть ближе к нашему избирателю. А вот на сегодня сколько партий зарегистрировано? Не в курсе? Сколько партий? Партий больше 300 партий. Вот сейчас тоже регистрации идут, потому что Джордж Кенеш в законопроекте убрал норму ограничения партий. Раньше было, у которых регистрация за 6 месяцев до дня голосования. Эту норму убрали. Вот, в принципе, новые партии могут участвовать сейчас. Поэтому сейчас свыше 300 партий. Идут разные трансформации, сейчас идут соединения, какие-то блоки, альянсы будут какие-то. Поэтому, в принципе, сам закон о политических партиях, его нужно менять. Мы его пытались еще 2 года назад, 2 раза мы представляли Джордж Кенеш, но новый закон, потому что действующий закон, он с 1999 года не менялся. С 1999 года, вот 22 года, закон о политических партиях, он неизмененный. И он там так расписан, что 10 человек могут открывать политическую партию. То есть там ограничений нету. Это как общественное идет объединение. То есть, да, там механизм очень простой, поэтому зарегистрировать партию это... Там, в будущем есть какие-то, вот, например, надо как-то, может, реформировать этот закон? Вот конечно, в других странах как, обязательно. В других странах менялся этот закон. Даже вот мы тоже смотрели российское законодательство, когда вот ограничение в 2000-х годах вводилось по политическим партиям, по количеству именно учредителей. Более там, 10 тысяч человек или там, более 100 тысяч человек там должно быть. У нас город самый простой, у нас минимум 10 человек и можно создать политпартию. То есть одна семья может создать политпартию. Поэтому я думаю, в будущем нужно этот закон проработать, тем более вот за последние 2-3 года мы видели, можно сказать, рейдерский захват политпартии внутри партии, там вот эти вот непонятные, вот даже у нас во время выборов, когда лидер партии хочет идти выступать, а кандидаты хотят выступать. Такие вот моменты очень много. Вот мы это все в нашем законопроекте, вот именно про Центральной избирательной комиссии, мы это все прописывали. Значит, в предстоящих выборах политическая конкуренция будет внутри партии уже, между кандидатами, да? Сейчас уже, да, это уже между кандидатами получается вот. За кандидата может, допустим, проголосовать избиратель по всей стране. Вот преимущество преференциальной системы, то, что может проголосовать по всей стране, если он известный, скажем, человек по всей республике, он может взять голоса в любой области. Там самое главное запомнить его порядковый номер и вот провести уже правильную агитационную кампанию. Вот, допустим, подобные примеры в других странах есть? Можете привести? Ну, преференциальное голосование у нас вот последнюю модель мы смотрели в Италии было, вот это в Латвии. Да, в Латвии вот они использовали. Кто-то использовал, потом от этого уже сам отходил. Но вот в обществе витало то, что нам нужно отойти от партийной системы, от узурпации политических партий, потому что за 10 лет некоторые лидеры политических партий, я это никогда не скрывал, говорю, и в обществе у нас это тоже давно уже муссируется, что считают политическую партию частным акционерным обществом и не дают права другим кандидатам или другим ее членам какую-то свою деятельность осуществлять. Поэтому наши бедные кандидаты, я их уже так называю, вот, за последний год поменяли 3 политические партии. Осенью выступали в одной политпартии, весной в другой, на повторных выборах в 3-й политической партии, потому что нет своей политической партии у них. Не было. Имеют свой авторитет, скажем, в городе Бишкек. И, пожалуйста, они идут с одной партии в другую, и с электоратом. Электорату все равно, какая политическая партия там. Есть у некоторых политических партий, конечно, свой электорат. Они привязаны то ли к лидеру, то ли к наименованию партии.
Мы тоже это видели на октябрьских выборах, когда, возможно, это и на оппозиционной волне тоже они набирали определенное количество голосов. Даже, вот, скажем, в городах прям видна прям такая большая разница. Те партии, которые использовали админресурс и подкуп, у них отрыв небольшой был, там 40-50% был. От тех партий, которые не использовали ничего, никакие финансовые средства, только вот на какой-то волне, вот именно наименование партии или от лидера тоже зависело. Поэтому здесь вот, можно сказать, палка двух концов. Здесь вот, скажем, на официальном голосовании здесь уже политическая партия теряет смысл. То есть здесь кандидат может набрать больше лидера, и лидер партии может вообще не попасть в список. Потому что золотого сейчас мандата, я вижу, по законопроекте нету. Вот еще такой вопрос многих интересует. Вот вы упомянули, что у нас применяют все современные технологии, в том числе вот все прозрачно, вот выборы, да, ОСУ и так далее. Но несмотря на это, вот есть такие недовольные люди, что вот они сомневаются в прозрачная система, да. Я уверяю, на 100% у нас вот это признано уже международным сообществом. Да, буквально через полчаса же вы сказали, что уже предварительные итоги уже выходят. Да, предварительные итоги выходят, и ручной подсчет у нас предварительные все итоги не имеют юридической силы. Но если они выходят, вот, первый результат, вот, который должно видеть общество любой страны, это предварительные результаты. То есть никаких манипуляций? Никаких манипуляций там не может быть, потому что ручной подсчет, там есть на каждом участке, у нас прям видно же, у нас же вот, на каждом участке наблюдатель. Избирательные комиссии у нас формируются открыто. Там 1/2 представлена политическими партиями. То есть кого-то обмануть, там договориться невозможно практически. Осталась проблема у нас подкупа и администрации на улице. То есть и самосознание наших избирателей. То есть мы должны в этом направлении проработать. Конечно, там есть и социально-экономическая часть, то, что некоторые, скажем, наши избиратели вынужденно берут деньги в силу того, что им необходимо, скажем, продавать свой голос. То есть они, может быть, неосознанно это делают. Некоторые осознанно делают, некоторые неосознанно это делают, некоторые не понимают. Но явка на последних выборах, конечно, показывает низкий уровень доверия вообще к системе, значит, государственной. Кстати, насчет явок, вот последние выборы показали очень повторный выбор у нас прошли летом и период третьей волны пандемии, когда мы отменяли выборы. Не только последние, но вот и другие выборы тоже, вот явка почему-то низкая. В городах у нас низкая. Вот в Бишкеке, я скажу, да, однозначно. У нас низкая, в регионах она повыше. В регионах более активные, тем более вот на выборах депутатов местных кенешей, это по сложности, это считается одним из сложных выборов, это в мировой практике. Там вовлеченность кандидатов очень большая. Там родственники вовлеченные, представляете, там более 35 тысяч кандидатов. На ЖК чуть более 2000 кандидатов. На президентских там 2-3 фаворита. Поэтому вовлеченность именно вот родственников, там, близких, знакомых, друзей, там, и самой избирательной кампании именно на местных выборах очень большая, поэтому явка она чуть выше идет. И зависит от самих кандидатов. То есть если кандидат популярный или политическая партия популярна, может привлечь на данных выборах большее количество. И у нас, знаете, народ такой у нас быстро реагирует на политику и на политическую ситуацию. Как только неправильные какие-то движения со стороны лидера партии или политической самой партии, то есть за полгода может рейтинг поменяться в противоположную сторону. Поэтому у нас вот, в обществе, видите, очень такое политизировано, особенно в наших регионах. Прям все следят прям за политикой, и вот это тоже зависит. Спасибо вам большое. К сожалению, у нас уже время подошло к концу. Спасибо за подробные ответы, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии был член избирательной комиссии Кайрат Маматов. Тема у нас предстоящие выборы. На этом наша программа подходит к концу. Оставайтесь на нашем канале.